Не додумывай слишком много. Так ты создаешь проблемы, которых изначально не было. Фридрих Ницше. Очередной инцидент на кыргызско-таджикской границе. В Кыргызстане запущена электронная база данных для потерянных документов. В школах страны началась итоговая аттестация выпускников. Разработаны правила для туристов, планирующих отдых на Иссыкуле. Подробнее об этих новостях мы расскажем вам далее. В студии работает Мирим Кубанычбек-Кызы. Добрый вечер. Сегодня ночью на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. В местности Китаж Баткенского района Баткенской области примерно в 20 минут второго неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели несколько выстрелов из охотничьего оружия по машине гражданина Кыргызстана, следовавшего по автодороге Ош-Исфана. Водитель, получивший огнестрельное ранение, был доставлен в больницу. После происшествия состоялась встреча представителей правоохранительных органов сторон. В данное время на месте работают сотрудники милиции, производятся следственные мероприятия. За последние сутки в Кыргызстане выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В городе Бишкек выявлено 11 случаев, Нарынская область – 1, город Ош – 16. Из этих 28 случаев 16 завозные. Они выявлены среди соотечественников, прибывших из-за границы. Остальные 12 случаев выявлены среди контактных, сообщил замминистра здравоохранения Нурбулу Тусинбаев. Также он сообщил, что за последние сутки 38 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 после получения отрицательных результатов анализов выписаны из больниц. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане 1845 человек, из которых 1219 уже выписаны из больниц после лечения, 17 скончались. Государственная регистрационная служба запустила автоматизированную информационно-поисковую систему «Бюро находок», в базу данных которой вносятся все сведения о документах, найденных гражданами. По данным ГРС, о наличии утерянного документа можно узнать, заполнив поле ПИН на разделе «Бюро находок» на сайте портал SRS-KG либо РУ. С момента запуска этой системы в базу данных было внесено более 4000 найденных документов, половина из которых уже возвращена гражданам. Кыргызстанцы нашли документы, могут сдавать их во все отделы ГРС. Сегодня в Бишкек чартерным рейсом из Беларуси вернулись 179 граждан. Об этом сообщили в Республиканском оперативном штабе. Отмечается, что рейс был организован посольством Кыргызстана в Республике Беларусь. Кыргызстанцы ранее прибыли в Минск из различных европейских и азиатских стран, но не могли вылететь в Кыргызстан из-за закрытия границ и остановки авиасообщения. И сегодня же в аэропорту встретили самолет из Дели, организованный индийской стороной для вывоза граждан Индии из Кыргызстана. Этими рейсами в Бишкек прибыли 6 кыргызстанцев. Все прибывшие из-за рубежа граждане помещены в обсервацию. До 1 января 2021 года Департаментом по делам банкротства при Министерстве экономики Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой, Соцфондом приостановлено инициирование процесса банкротства в отношении субъектов предпринимательства. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Кубатбек Бурунов. Документ подписан для поддержки предпринимателей, у которых возникли признаки неплатежеспособности в связи с распространением COVID-19. Так предлагается предоставление отсрочки и рассрочки по уплате сумм налоговой задолженности и задолженности по соцотчислениям. За первые 3 месяца этого года Кыргызстан продал почти 4,2 тонны золота, сообщает Нацстатком. Почти весь этот объем стоимостью 213 миллионов долларов был экспортирован в Великобританию. Чуть более 2,9 тонны золота проданы Швейцарии. Это более 1 миллиона 600 тысяч долларов. Также из Кыргызстана вывезено 644,1 тонны отходов и лома драгметаллов. Они оценены в $1 миллион с небольшим. Итого за 3 месяца Кыргызстан продал золото на сумму 215 миллионов 500 тысяч долларов. На Иссыкуле открылся туристический сезон. Как сообщает республиканский штаб, разработаны обязательные правила и условия отдыха в пансионатах и зонах отдыха. Так, согласно принятым правилам, заселять отдыхающих разрешается только по одному человеку в номер.
Для семьи владельцы пансионатов должны предоставить номер в расчете 6 квадратных метров на человека. Также отдыхающим ежедневно необходимо измерять температуру бесконтактным термометром. Туристов с симптомами коронавируса немедленно надлежит изолировать и сообщить о факте в Госсаннадзор. Пляжные шезлонги размещать с условием санитарного дистанцирования. По такому же принципу возможна организация экскурсий. В городе Ош активно набирает популярность направление современной психологии – арт-терапия. Отмечается, что нововведенный метод лечения особенно эффективен при лечении детей. За время карантинного режима более 160 юных кыргызстанцев, обратившись в онлайн-поддержку, прошли именно арт-терапию. О полезных свойствах современной медицины расскажем далее. Мелкую моторику рук развивает и совершенствует наш мозг, когда мы находимся в возрасте малого ребенка. Когда же мы вырастаем, память наших рук занимается уже другой работой, не обучением, а исцелением. Кроме того, психологи с помощью рисунков могут определить эмоциональное состояние человека, что способно определить метод лечения. Нередки случаи, когда именно с помощью арт-терапии подростки раскрывали свои сокровенные тайны, которые долгое время не могли раскрыть. Арт-терапия – направление психологической коррекции, в основе которого используется искусство и творчество, а точнее метафора. Метафору человек, выбравший арт-терапию в процессе сессии, создает сам, из чего угодно – пластилина, глины, переносит свои чувства в маску, разрисовывая ее, показывая телом, сочиняет при помощи слов, пишет сказку, например. Такой метод оказывает полезное воздействие при лечении психологических проблем детей, не нанося вред. Личности с высоким темпераментом зачастую не способны контролировать свою агрессию. Находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, они могут нанести вред окружающим. Личности с низким порогом темперамента, наоборот, могут закрыться в себе, что может стать причиной аутизма. В городе Ош, в Центре помощи семьям и детям, не первый год практикуется целебный метод арт-терапии. В этот центр чаще всего обращаются дети, оставшиеся без попечения родителей из-за миграции, ставшие жертвами насилия. Обратиться за помощью к арт-терапии можно не только для лечения, но еще для определения способностей ребенка. Все дети любят рисовать, поэтому, находясь в затрудненной ситуации, они могут неосознанно раскрыть свое внутреннее состояние на рисунках. Психологическое состояние ребенка можно определить с помощью фигур и оттенков, которые он использует. За время карантина за помощью в центр через социальные сети обратились более 160 родителей. Их дети получили онлайн-консультацию. Эксперты считают, что эта цифра гораздо ниже реальности, потому что из-за менталитета обращение к психологу может оставить клеймо на ребенке. Поэтому многие родители оставляют проблемы ребенка нерешенными. Когда ребенок не может раскрыться своим родителям, у него могут возникнуть проблемы с психикой. Такого рода проблемы решать необходимо не только с ребенком, но и с его родителями. Согласно данным, за прошлый год за психологической помощью обратились 436 родителей, среди которых 13 являлись жертвами физического насилия, 2 – сексуального насилия, и более 100 детей излечились с помощью арт-терапии. В школах Кыргызстана стартовала итоговая государственная аттестация в 9 и 11 классах. Согласно новому формату, введенному в связи с пандемией коронавируса, классный руководитель и предметный учитель представят информацию о достижениях каждого ученика. Оценки в 4 четвертях, оценки в контрольных работ за весь учебный год, лабораторные работы. Также будет учитываться участие в олимпиадах. Специально созданная комиссия складывает сумму и выставляет итоговые оценки. Это и будет оценка госэкзамена. Госаттестация по 5 предметам продлится до 13 июня. В первых числах мая в Бишкек поступает клубника из южного региона страны, а с конца мая начинается сезон клубники в Чуйской области и длится целый месяц. На окраинах Бишкека ее выращивают тоннами. Бесчисленные поля усыпаны сладкими ягодами. И в это время земледельцы трудятся, не покладая рук. Как ухаживать за ягодой чуйских полей, расскажем далее. Тазагуль Дайканбаева – уроженка Ошской области. Это ее 3-й летний сезон сбора клубники. Как рассказывает Тазагуль, в ее обязанности входит сбор ягод с образцово-аккуратных грядок.
Заработок сдельный зависит от количества собранной клубники. За каждое заполненное ведро она получает по 30 сомов. Поэтому работает она в 2 руки, чтобы получить хорошую прибыль. С приходом весны мы начинаем готовиться к сбору клубники, очищаем грядки от сорняков, а когда поспевает ягода, начинаем ее собирать. В день я могу собрать до 40 ведер. За клубничный сезон я могу заработать достаточно средств, чтобы хватило мне и моим детям. Конечно, работа непростая, а кому сейчас легко? В летнее время, во время каникул, на подмогу приходят дети работниц. Они с ранних лет должны понимать, что такое труд и какие усилия нужны, чтобы зарабатывать деньги, говорят женщины. Дочь Насыйкат Кыпчакова решила помочь своей маме и заодно заработать себе на школьные принадлежности. Я привела в этом году свою дочь, которая в день работает так же усердно, как и я. Иногда наш общий заработок доходит до 2000. Этих денег нам хватает на то, чтобы платить за аренду дома и на жизнь. Радует, что у нас в стране развивается сельское хозяйство, чтобы такие люди, как я, могли зарабатывать себе на жизнь. На 8 гектарах земли, засеянной клубникой, работает порядка 50 человек. Половина из них занимается сбором клубники, в то время как другая часть работников занимается вспахиванием земли и посадкой новой садовой земляники. У них оплата тоже сдельная. За час усердной работы они получают по 60 сомов. Мы каждый день в 6 утра забираем из дома наших работников, и уже в 6:30 они берут тяпку в руки и начинают вспарывать землю. И так они работают до 5-6 часов вечера с перерывом на обед. Сейчас вот примерно 30 человек занимаются подготовкой земли для посадки ягоды. Садовая земляника, в отличие от других ягод и фруктов, требует особого ухода, поэтому работы здесь гораздо больше. У каждого человека, работающего на этом поле, своя жизнь. Кто-то собирает деньги на учебу, кто-то платит за лекарства своих детей. Кто-то за неимением образования вынужден обратиться за помощью к фермерам. Однако каждый из них признается, что несмотря на то, что ягода требовательна, она окупает себя сполна. Роза Хурманбекова, Мерим Кубанычбек, Казыбек Калыков. Новости Ош-Пирим. Это были самые важные события уходящего дня. Для вас работала новостная служба телеканала Ош-Пирим и я, Мерим Кубанычбек. Всего доброго, до свидания.